Доброе утро всем тем, кто встречает утро вместе с нами в эфире главного национального канала передачи «Новый день». И с вами Евгения Гуртова и Максим Гоголев. Отличный день сегодня. Сегодня отмечается День призывника. В День призывника, который совпадает с осенним призывом в ряды Вооруженных сил России, в ряде российских городов, особенно где есть воинские формирования и части, силами военкоматов, для призывников устраиваются праздничные патриотические мероприятия. Например, встречи с ветеранами, организуют экскурсии в военные части и консультации для родителей призывников, показательные выступления бойцов спецподразделений и парадные смотры войск. Ну, я думаю, новости нам расскажут, что у нас в Якутии в этот день будет происходить. Ну, а также сегодня в ряде стран можно отметить Всемирный день ресайклинга или День всемирной вторичной переработки. Главная цель данного праздника – привлечь внимание властей, общественности и промышленных структур к этой проблеме. Дело в том, что нерациональное использование природных и иных ресурсов привело к тому, что на сегодняшний день человечество потратило почти уже примерно треть от всего запаса. Поэтому так важно расходовать ресурсы с умом, экономно, искать альтернативную замену этим ресурсам и, конечно же, заниматься вторичной переработкой уже использованного сырья. Также сегодня отмечается немножко наш профессиональный праздник. В 1934 году в СССР состоялась первая звуковая радиопередача. Длилась она 25 минут. Представляла собой эстрадный концерт. Знаменитый артист Москвин прочитал рассказ Антона Павловича Чехова «Злоумышленник». Затем выступила певица и балетная пара. Так что этот день нас с тобой тоже как-то связывает. Да, представляешь, сколько лет прошло? Это первая передача, и последовавшие вслед за ней выступления других знаменитых актеров имела огромный резонанс, вызвала чрезвычайно быстрый рост кадров телевизионных любителей и огромный интерес к новому виду связи. Это был настоящий прорыв на тот момент, я думаю. Думаю, да. А давайте сейчас узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы минус 23, минус 27, днем минус 22, минус 25. Заречье минус 23, минус 33, днем минус 22, минус 30. Южные улусы минус 26, днем минус 24, минус 25. Вилюйские улусы минус 27, минус 38, днем минус 27, минус 28. Нижнеленские улусы минус 30, минус 38, днем минус 31, минус 35. Западные улусы минус 24, минус 37, днем ожидается минус 22, минус 30. Колыман-Дигирские улусы утром, всего лишь минус 11, минус 22, а днем ожидается минус 7, минус 20. Янские улусы минус 18, минус 26, днем минус 18, минус 23. Северо-западные улусы минус 26, минус 43, днем минус 24, минус 38. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 26 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный, днем ожидается минус 20, минус 22 градуса. Ну что ж, каждый день чуть-чуть меньше температуры на градус, на 2. Друзья, если вы сейчас завтракаете, приятного вам аппетита, заправляйтесь энергией, и пусть у вас сегодняшний день пройдет просто замечательно. Но мы напоминаем вам, что мы производим сбор копий фронтовых писем, которые писали вам ваши близкие, отправляя вам с линии фронта в далеких 41-45 годах. Компания НВК «Саха» готовит специальный проект, посвященный 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому отправляйте ваши письма на наш электронный адрес utro@nvk.mail.ru, либо на наш фактический адрес город Якутск, Орджоникидзе, 48, кабинет 201. Ну, а у нас? Да. А далее у нас новости. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла под контроль ситуацию с выплатами пострадавшим от паводка в Якутии. Она направила обращение первому заместителю председателя правительства страны Антону Силуанову в защиту прав людей, пострадавших от паводка в Амгинском районе в мае прошлого года. Якутяне на основании судебного решения были включены в список претендующих на выплату единовременного пособия за счет средств федерального бюджета. Но до настоящего времени денежные средства заявители не получили.
получили. О причинах их до сих пор не уведомили. Все необходимые документы правительство Якутии предоставило в государственные органы исполнительной власти России. Сейчас выплат ждут более 600 жителей Амгинского района. Якутия вошла в пятерку регионов-лидеров по диспансеризации в России. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании правительства страны. По ее словам, кроме Якутии, высокий показатель показали Тамбовская и Астраханская области, Республика Алтай и Хабаровский край. Скворцова добавила, что к 2024 году планируется охватить диспансеризацией и осмотрами более 70% россиян, а это более 100 миллионов человек. Накануне состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Самый читающий регион» на полях 8-го Санкт-Петербургского культурного форума. Напомню, наш регион стал одним из лидеров страны во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» в 2019 году. Победителем стала Белгородская область, а лауреатами вместе с Якутией – Нижегородская область и Красноярский край. Награды вручила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Якутию представил министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов. Ключевым проектом заявки от республики стала акция «Сила книги», инициированная и организованная Национальной библиотекой Якутии. В данной акции приняло участие более 5000 жителей республики, в том числе представители государственной и законодательной власти Якутии. Человек, определивший все свое время. Так назвали книгу о выдающемся деятеле республики, первом якутянине, получившем звание Героя труда, краеведе Петре Староватове. Он первым официально заявил о наличии алмазов в нашей республике. Петр Харисанов также первым научно и практически доказал, что в Якутии есть практически все полезные ископаемые – нефть, газ, золото и другие. Будучи самоучкой, он смог поспорить даже с видными учеными СССР. Книгу написал заслуженный журналист республики Николай Крылов. Мы собираемся выступить с обращением к главе республики, возможно, председателю правительства и руководству Алроса. Дело в том, что надо в 2023 году ему исполняется 150 лет со дня рождения, и надо будет подготовиться к этой знаменательной дате и проводить обширные мероприятия. Одаренные дети Мирнинского района будут обучаться игре на варгане, причем в его различных вариациях. Детский центр дополнительного образования Мирного получил грант на сумму 500 тысяч рублей. Проект стал победителем республиканского конкурса идей в рамках программы целевого фонда будущих поколений республики. Всего на конкурс поступило 22 заявки из разных районов Якутии. Также проект поддержали муниципальные власти и предоставили субсидию в размере 300 тысяч рублей. 30 ноября будет дан старт. На конкурсной основе будут отбираться одаренные дети со всего Мирнинского района. Выделенные средства планируется использовать на приобретение варганов и традиционных костюмов разных национальностей. У нас Мирнинский район, вообще промышленный город. 80 разных народностей здесь живут. И мы хотим, чтобы вот эти разные народы через хомус узнали нашу якутскую культуру. В этом проекте предусматривается игра разных народностей. То есть там мы включили и бурятскую хомус, мы там включили тувинский, хакасский, ну и алтайские хомусы. Детей очень интересует. В рамках проекта будут организованы разные мастер-классы в общеобразовательных организациях города Мирного. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь. Спасибо сотрудникам новостей. А лучшее утро – это утро, которое начинается с зарядки. У нас Денис Чудинов, тренер по зимним видам спорта, покажет, что же надо делать нам. Ну что ж, Денис, доброе утро еще раз. С чего начнем? Прежде всего, зарядку нужно выполнять поэтапно, начиная сверху вниз. Окей. Начнем? Начнем. Так, прежде всего, ноги на ширине плеч, руки на пояс. На пояс. Большими, медленными амплитудными движениями мы вращаем голову влево 4 раза и 4 раза вправо.
Начинаем. Медленно, максимальная амплитуда. Ведем счет. 1, 2, 3, 4. и обратно. Очень медленно. 1, 2, 3, 4. 4. Далее. Мгм. Верхний плечевой пояс. Мгм. Прямые руки. Максимальная амплитуда. Мгм. Интенсивность средняя. Начинаем вращать руками вперед. Телезрители можете повторять. Да. Также назад. И обратно. На самом деле это очень легко, и если даже вы не совсем спортивно подготовлены, вот эта разминочка вас разбудит очень хорошо. Да. Я всегда дома делаю. Так. 3-4 повторения, этого достаточно. Мгм. Так, далее. 3 пальца, кисточки на плечи. Здесь интенсивность уже высокая. Активно. 4 вперед, Так. 4 назад. Очень хорошо для тех, у кого, возможно, есть проблемы с суставами, Раз, два, размяться, 4, чтобы днем быть в тонусе. 3, 4. Так, далее. Ну, нужно размять локти. Мгм. Руки в стороны. Начинаем вращение. То есть плечо у нас зафиксировано, вращение только в предплечье. Умеем. 4 внутрь, 4 наружу. 4. Раз, два, 3. И заметьте, Четыре. на самом деле, как мало времени Раз, занимает. 3, 4. Раз, два, 3, 4. Хорошо. Далее. Корпус. Руки на пояс. Руки на пояс, голова зафиксирована. Делаем максимальное амплитудное движение тазобедренным суставом. То есть вот тазом. Поясница болеть не будет, это точно. Да, следим, чтобы голова у нас не гуляла, Мгм. была зафиксирована. Тоже по 4 раза. Да, 4 в сторону, 4 в одну, 4 в другую. Все делаем очень медленно, аккуратно, до болевых ощущений. Мгм. Если болевые ощущения появляются, нужно прекратить или уменьшить амплитуду. Ясно. Давайте поделаем наклоны. Мгм. Первый наклон у нас к левой ноге. Мгм. Приходим в исходное По одному положение. разу. Да. К серединке в исходное положение и к правой ноге. И 4 прогибаемся чуть-чуть назад. Мгм. Ну, тут надо быть Начинаем. поосторожнее, конечно. Да. Раз, Исходное положение. 2, 2. Следим, чтобы колени не были согнуты. 3. И потихонечку назад И прогибаем. назад. Да. Отлично. Раз, Чуть-чуть можно увеличить. Да? 2, 3, И 4. хорошо. Отлично. Далее Мгм. у нас после корпуса идет Ноги. ноги. Так. Бедро. Становимся на одну ногу, поднимаем колено вперед, отводим его во внешнюю сторону, опускаем, но не до конца. Делаем вращение. Вот так. Вообще можно взять за традицию вот так вот всей семьей с утра размяться вместе с Конечно. детьми. И посмеяться, и к дню подготовиться. Ну да, заряжает на весь день энергией. Вот это очень упражнение для меня что-то новое, действительно, да. важно. Также мы Каждое утро повторяем. открытие Также Максима. мы повторяем другой ногой. Надо найти баланс. Мгм. Мгм. Можно отводить в сторону, можно делать в обратную И сторону. в обратную сторону. Тоже можно, дорогие телезрители. Все, баланс Максим, надо не находить. падай. Денис, огромное спасибо, что показали такие полезные утренние упражнения. Ну а мы, Всего друзья, хорошего. продолжаем наш эфир. И у нас традиционная рубрика «Вакансии от биржи труда». Если вы ищете работу, внимание на экран. Итак, сейчас требуется повар-су-шеф в предприятии «Космобол». Требования: работа по Трудовому кодексу Российской Федерации, профессиональное образование, опыт работы не менее 1 года, ответственность, добросовестность, пунктуальность. Предоставляется обед и транспорт. Зарплата 40 тысяч рублей. Провизор-фармацевт в аптеке города Якутска. Наличие высшего образования, сертификата специалиста, медицинской книжки, без вредных привычек. Зарплата 28 тысяч. И самое интересное на сегодня вакансия: метеоролог в полярной авиалинии. Опыт работы по направлению деятельности не менее 2 лет. Высшее специальное образование и, внимание, друзья, зарплата 60 тысяч рублей. Так что, если вы чувствуете в себе компетентность и возможности, подавайте резюме. Ну, а у нас
Мы продолжаем наш эфир, пока Максим переодевается. И у нас на очереди сюжет, посвященный блокадникам Ленинграда в Якутии. «Дети блокады». Такая книга вышла буквально на днях, и презентация ее состоялась. Она посвящена 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Давайте посмотрим. 27 января 1944 года было полностью снято блокадное кольцо Ленинграда. В этом году страна отметила 75-летие освобождения города на Неве. И в этот юбилейный год, благодаря стараниям энтузиастов, активистов, людей, которые считают своим долгом поделиться всем, что они знают, увидел свет замечательный сборник «Блокадники Ленинграда в Якутии. Дети блокады». Наконец-то эта книга получилась и неплохо. Когда вот листаешь воспоминания всех этих женщин, которые пережили блокаду Ленинграда, да, без слез не читаешь. Конечно, тут вложено очень много такие теплые слова, теплые вот это отношения людей, да, именно вот к детям блокады. Когда началась блокада, Лидия Андреевна Мустафьева была совсем маленькой девочкой. Как признается Лидия Андреевна, сейчас она очень сожалеет, что многого не успела спросить у матери. Мы маленькие были. Но вы знаете, видимо, вот суровые вот эти условия, они вот в нашей памяти остались. И даже вот подробности какие-то военных дней. Поэтому, когда я начала писать воспоминания, уже ни мамы, ни сестры не было. Жители блокадного Ленинграда и их потомки очень ждали выхода этой ценной книги. По словам Лидии Андреевны, просто невозможно переоценить содержание книги, ее огромную эмоциональную силу. Мы долго ждали эту книгу. Теперь мы будем, я подарю своим внукам. Сын мой, он тоже является потомком блокадницы. Вот в этом году, 22 июня, мы приняли группу, потомков. Вот, и наше общество блокадное пополнилось. Сейчас идет работа над выходом второй части сборника «Блокадники Ленинграда в Якутии. Вечная память». Следующее издание будет посвящено родителям-блокадникам, которых уже нет с нами рядом. Наталья Колесова, Александр Жуков. Новый день. Женя, что ты делаешь с использованными батарейками? Вопрос в лоб называется. Но на самом деле, если честно, да, и к нашему стыду, мы до недавнего времени все это выкидывали. Батарейки, лампочки и так далее. Но недавно я узнала, что у нас есть пункты, которые принимают на переработку. И сейчас мы собираем коробку под лампочки, коробку под батарейки. Но пока достаточное количество не накопили, чтобы увезти. Но как только накопим, везем и сдадим. Ну, почему я у тебя спрашиваю? Потому что сегодня отмечается Всемирный день вторичной переработки. Об этом следующий сюжет. Вопрос экологии сейчас волнует всех людей нашей планеты. А 15 ноября отмечается как Всемирный день вторичной переработки. Действительно, одним из основных решений этого вопроса, конечно же, является переработка отходов. И по этому поводу мы поговорим с неравнодушным к этому вопросу гражданином нашего города. Я занимаюсь уже опасными отходами порядка 8 лет в чистом виде. Профессионально занимаюсь, может быть, лет 6. 1-4 класс опасности – это как раз те виды отходов, которые нельзя размещать и захоранивать на полигоне. Это начиная аккумуляторы, кончая ртуть-содержащие отходы, масла, резина, загрязненные другими веществами, тот же картон, загрязненный чем-то, уже нельзя размещать его так. Пески замасленные, допустим, перечень очень огромный. Предприятие есть, утилизация этих опасных отходов происходит хорошо, хорошее оборудование у организации есть. На полигоне разрешается размещать только 5 класс опасности. Он безопасен экологически. Во-первых, скажу свою точку зрения, она такая тоже, но я думаю, что она, скажем так, имеет право жить. Якутия через какое-то количество лет
довольно прилично, станет туристической Меккой. Не в плане, что здесь будут казино, отели и прочее, а в плане того, чтобы люди приехали и просто подышали свежим воздухом. У нас есть свежий воздух, у нас есть тайга. Я думаю, все будет хорошо в перспективе и в ближайшем будущем. Нас задерживает зима. 8 месяцев зимы, конечно, было. Но я уверен, что чистому городу быть. Начали очень много переключилось на эту тему. Вопрос экологии начинается с каждого жителя нашей планеты. Поэтому, дорогие телезрители, не пускайте этот вопрос на самотек. Начните более избирательно пользоваться вещами ежедневного обихода. Сдавайте вредные отходы на переработку. Сохраним нашу планету. Максим Гоголев, Андрей Рукавишников. Новый день. Вот так действительно от каждого из нас зависит будущее и земля, которая достанется нашим детям. Будущей маме сумку в роддом нужно подготовить заранее. Желательно за месяц, как пишут эксперты. Мало ли что в схватках ей будет явно не до сборов. Явно не до этого. Вещи для роддома делятся на 3 пакета. Первый понадобится во время родов. Второй и третий готовимся к последовательному отделению для вас и малыша. Итак, какие же вещи понадобятся в роддоме, узнаем прямо сейчас. Сказал опытный папа Максим. В сумочке должны быть обязательно одноразовые стерильные трусики, прокладка послеродовая, и до родов ее тоже можно использовать. Стерильные тапочки резиновые, хлопковые носки обязательно. Так, и влажные салфетки. Они понадобятся, если вам будут делать клизму до родов. Бандаж обязательный. До родов и после родов его можно тоже использовать. Пеленки. Их используют после родов, когда вас осматривает ваш лечащий доктор. В этой маленькой сумочке они уже для послеродовой. Сюда входят мыло, шампунь, салфетки. А для ребенка нужны памперсы самые маленькие. Вот такие вот салфетки. И пеленочки одноразовые тоже для смены подгузников. И крем от опрелости. Но мы продолжаем наш эфир, и у нас сейчас гости. Мы сразу сообщаем, что с 14 по 19 ноября в Якутске проходит форум «Женщины долины Туймада. Консолидация во имя детей». И сегодня к нам пришли в гости Лена Павловна Ефремова, председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты Республика Саха-Якутия. Нургияна Владимировна Макарова, директор республиканского развития детского движения, региональный координатор российского движения школьников. И Габышев Аисен, 9 класс, 24 школа. Активист, как я понимаю. Ну, как Доброе у вас утро. настроение? У вас насыщенная программа на эти дни. Елена Павловна, пожалуйста, скажите, каким вопросам посвящен этот форум? Вот какие проблемы затрагивает и каких результатов хотите добиться? Ну, во-первых, хочется всем сказать доброе утро. Настроение у нас отличное, очень такое работоспособное. Действительно, с 14 по 19 ноября у нас в городе Якутске начал свою работу форум «Женщины долины Туймада. Консолидация во имя детей». Он посвящен десятилетию детства Российской Федерации и году консолидации в Республике Саха-Якутия. А в основе проведения этого форума вообще лежит план исполнения десятилетия детства Российской Федерации. У нас в республике также имеется такой план, он называется «Якутия. Доброжелательная к детям». Проходит много мероприятий. Вообще инициатива исходит от Общественной палаты Республики Саха-Якутия, которую я представляю, и общественной организации Лига женщин города Якутска. Организаторы выступили с инициативой проведения форума на площадках, в которых обсуждаются основные направления десятилетия детства. Их достаточно много, их 15 направлений всего, но мы взяли 12 основных, и по этим 12 основным направлениям мы проводим работу. Это в формате различных конкурсов, диспутов, круглых столов, медиаплощадок.
Это и различные... Вот вчера прошло буквально открытие этого форума. Начали мы его не зря с открытия именно детского форума, десятилетие детства глазами детей, наше десятилетие, где мы хотим получить живой отклик от наших детей. И мы его действительно вчера получили. Мы услышали наказ от наших детей. Сегодня присутствует наш К нему мы перейдем. активист. Да. И вот я, например, лично зарядилась такой энергетикой от детства, от наших молодых ребят. Да. Вот. И прошел замечательный конкурс инклюзивный «Дружба без границ». И сегодня также у нас пройдет очень много мероприятий. Мы, пользуясь случаем, приглашаем принять общественность, представителей органов власти и бизнеса, принять активное участие в мероприятиях нашего форума. Ага, Нургияна, расскажите, какие проблемы затрагивает этот форум? Я вкратце расскажу про наш форум. Наш форум назывался «Форум детского движения. Наше десятилетие», потому что именно на наших детей ориентировано это десятилетие детства. Да? И в форуме у нас приняло участие около 400 детей. Это со всей республики? Да, со всей республики. Ну, не считая Заречные улусы в связи с распутицей, да? Но Вилюйская группа улусов у нас представлена была, горные и ближайшие улусы. И дети у нас до обеда работали по 9 секциям по направлениям десятилетия детства и разработали свои предложения. А что за секции? Ну, допустим, ну, 2-3 назовите. Ну, право и ответственность, здоровый образ жизни, например, да? То есть такие отраслевые? Да. Какого возраста дети участвовали? Ну, в основном это у нас были старшеклассники. С 8 класса по 11? Да, с 8 по 11. И у нас была гостья из Москвы. Она приехала на классные встречи российского движения школьников. Это Лора Горбунова, певица и актриса, может, знаете, финалистка «Голос», 6-го «Голоса». Вот. И она вот с детьми провела встречу, дети имели возможность с ней пообщаться. Прямо такая большая очередь была, желающих задать вопросы. Да. Дети все в курсе. Да. Ну, я думаю, Айсен нам сейчас расскажет, как впечатление. Ну, в принципе, я форум доволен. Я участвовал модератором от, получается, городского движения «Юный горожанин». Я отвечал за секцию «Информационная безопасность», где дети озвучивали нам свои предложения, а мы записывали и отбирали самые важные. Возможно, будущий коллега. Да, действительно. Возможно. Ну, как вообще впечатление встретить, на самом деле, своих сверстников из других районов и как-то, как взрослые, я не люблю, конечно, это выражение, но как взрослые со взрослыми почти наравне какие-то вот проблемы проработать, придумать свои решения? Ну, в принципе, все прошло хорошо. Я, получается, как со своими сверстниками встретился, так что проблем вообще не было. Вообще не проблем? Да? Проблем не было. Ну и ни в чем. Ни в чем. Единственное, что... Потому что это 9 класс. Максим, я так понимаю, что школьное движение очень активно сейчас развивается, и ты активный его участник. Вот бывает такое. Вот как ты себе представляешь перспективы школьного движения? Ну, я думаю, то, что сейчас оно развивается и идет полным ходом. Мне кажется, то, что в наши ряды пополняется еще большим и большим активистов. Думаю, то, что российское движение школьников имеет все шансы. А кем ты себя видишь через 5 лет? Через 5 лет студентом. Куда хочешь поступить? Какую специальность выберешь? Хотя бы гуманитарий, математик? Ну, пока что я думаю, то, что хочу стать пилотом. Ух ты, это круто. Так что, может быть, ты к нам придешь через сколько? Возможно. Итак, спасибо большое, что пришли к нам. Было очень интересно послушать. И дальнейших успехов. И хорошего вам проведения форума. Спасибо большое. Ну а мы, друзья, не прощаемся с вами. Мы переходим на небольшую рекламу. Да. После этого будет все еще больше интересных сюжетов и также интересных гостей. Да, оставайтесь вместе с нами. Друзья, ну как мы и говорили, рекламная пауза была короткой, и программа «Новый день» снова в эфире. Галину Леонидовну Зырянскую в Ямикомском районе знают как успешного предпринимателя. По профессии экономист. В торговле с 16 лет, поэтому и неудивительно, что Галина Леонидовна выбрала этот вид деятельности. Давайте посмотрим об этом сюжет.
Галину Леонидовну Зарянскую в Аймиконском районе знают как успешного предпринимателя. По профессии экономист, в торговле с 16 лет. Поэтому и неудивительно, что Галина Леонидовна выбрала этот вид деятельности. Галина Леонидовна, вы предприниматель с 2004 года. С чего начинали? С кредита. С аренды здания и с кредита. Потому что своих накоплений в то время было очень мало, а кредиты давали на открытие бизнеса своего. Поэтому взяли кредит и начали потихоньку подтягивать товар, закупленный на кредит. Ну и все, колесо закрутилось, потихоньку. Сегодня Зарянская работает с поставщиками из Якутска и Магадана, Новосибирска и Владивостока. В планах поставки из Москвы, но все упирается в логистику. Очень уж долгая получается доставка. Галина Леонидовна во всем опирается на коллектив. Здесь ее основные помощники. У нас ни один день не проходит, чтобы мы не обсудили наши дела. Она всегда спрашивает, как у вас дома, как настроение. Все всегда обсуждаем, всегда делимся. У нас нету чисто таких вот рабочих отношений. Всегда советуемся, дает дельные советы, спрашивает у нас их. И в итоге мы приходим к общему знаменателю, договариваемся и работаем. Я думаю, что работаем плодотворно. Вот этот, уже ставший украшением поселка магазин, построили и открыли совсем недавно. А вообще Галина Леонидовна занимается 3 продуктовыми магазинами. 2 из них в спальных районах. Скажите, вы знаете хозяйку этого магазина? Да, знаю давно хозяйку этого магазина. Еще начинали с маленького альянса. И теперь вот сеть магазинов у нее по поселку. Вот новый тоже альянс очень красивый. Ну, любит человек свое дело и деловая женщина. Молодец. Зарянская действительно очень неравнодушный человек. Она активно включается в общепоселковую жизнь, является другом и попечителем Уснерского центра помощи детям. Не впервые избирается депутатом поселкового совета. И напоследок мы спросили, сколько процентов своей жизни вы отдаете работе? 90. 90. Потому что и дома постоянно, и на телефоне, и на контроле. Я бы сказала 90. Вы считаете себя человеком дела? Да. Вы знаете почему? Я просто очень люблю свою работу. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Вопрос, ответ очень короткий, но по-другому. Я не вижу себя в другой отрасли. Абсолютно. Поэтому считаю, это мое дело. Завтра, 16 ноября, будет День открытых дверей для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. И у нас в гостях Мария Рожина, руководитель ресурсного центра «Харысхал» плюс благотворительного фонда «Харысхал». И Юлия Устинова, председатель регионального отделения ВОРДИ, Всероссийской организации родителей, детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов. Ну, вот такие большие регалии и такие обаятельные девушки, Да, я нарядные. бы хотел лично от себя очень сказать, что вы очень прекрасно выглядите. Да, прямо не зима, а весна у нас. Ну вот, где, во сколько состоится это очень важное мероприятие, очень социально важное мероприятие? Завтра, в субботу, 16 ноября, в благотворительном фонде состоится День открытых дверей. Это мероприятие проходит в рамках форума «Женщины долины Туймады. Консолидация во имя детей». По какому адресу? Офис у нас находится на Курышева, 24. На 4-м этаже будет в кабинетах размещаться наши специалисты и встречать наших родителей. А какие программы намечаются? Да. В программу вошли такие мероприятия, как консультация узких специалистов, таких как невролог, логопед и психолог. Да? Будет еще юрист нашего фонда совместно с Юлией Устиновой будут консультировать по правовым вопросам. Также у нас есть социальные партнеры благотворительного фонда. Это студия нейропсихологии «Светлячок». Они с нами начали сотрудничать в сфере консультирования и проведения семинаров с точки зрения нейропсихологии, можно сказать. Они проведут семинар, очень хороший практический семинар «Исцеляющая сила маминой любви».
Хочется отметить, да, и сделать упор, потому что если ребенок с особенностями в развитии, да, если мама, родители будут сами ресурсными, да, иметь свою внутреннюю силу, то они только в этом случае помогут своему ребенку. Юля, а что значит вот ресурсность родителей? Ну, как вы думаете? Мария говорит, если родители особенных детей будут ресурсными, только тогда они смогут помочь своим ребятишкам. Конечно, потому что как это, что это? в любой реабилитации ребенка с инвалидностью родитель является главным реабилитологом. Поэтому наша главная задача – обучить родителей, чтобы они в домашних условиях занимались со своими детьми. Но это, наверное, очень сложно, потому что детки особенные. Да. И давайте честно, Максим, когда трудности какие-то даже бытовые, сложно даже самому собраться, чтобы не расстраиваться. Конечно. Да? Вот Не есть все родители педагоги, да, как И говорится? не все родители сами по себе стрессоустойчивы. Как себе помочь, допустим, в такой ситуации? Ну, будет завтра у вас что-то такое? Да, вот, мы лекция на это? всех родителей наших приглашаем, в особенности тех родителей, которые сейчас не знают, куда идти, что сделать. За помощью к кому? Да, за помощью. Мы оказываем социальную помощь, материальную помощь, предоставляем услуги по социализации детей. То есть, чтобы ребенок вошел в систему образования, да, чтобы ребенок был интегрирован в общество. А надо записываться заранее или просто можно Да, собрать? на индивидуальной консультации необходима запись предварительная. Это номер телефона нашего 705-887. Друзья, так что если вы хотите попасть завтра на какие-то узкоспециализированные консультации, позвоните, наверное, сегодня 705-887. Ну, у меня вопрос к Юлии, да, как плотно сотрудничает Ворди и Харысхал, и какие вот после завтрашнего дня открытых дверей мероприятия вы планируете на будущее? Ну, немножко расскажу про организацию Ворди, что это такое. В 2018 году в городе Москва была создана всероссийская организация родителей детей с инвалидностью и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов. С какой целью она создана? Чтобы обеспечивать достойную жизнь и соблюдение прав детей с инвалидностью и старше 18 лет с ментальными нарушениями. В нашей республике такая организация, региональное отделение, было создано в этом году, и почти во всех субъектах Российской Федерации вот эти региональные отделения открыты. Ну, очень печально, конечно, вот статистика нам показывает, в России количество детей с инвалидностью ежегодно растет. И уже более 600 тысяч детей с инвалидностью. А с ментальными нарушениями старше 18 лет еще больше, намного больше. И вот такой конкретной статистики нету. На Дальневосточном федеральном округе Республика Саха-Якутия занимает первое место по количеству детей с инвалидностью. Я думаю, что ваша деятельность, она поможет и таким детям, и таким родителям. Сил вам, конечно же, в этом нелегком труде. Ну и я думаю, еще увидимся в этой студии. Друзья, ну а у нас на очереди сюжет. Наверняка вы знаете этого художника. Он рисовал прекрасные русские леса и замечательных мишек на деревьях. Да, знал анатомию деревьев. Да, Иван Иванович Шишкин. Давайте посмотрим про него сюжет в «Муза и музей». Наша постоянная рубрика. В далеком 1928 году Третьяковской галерее в дар республики было подарено 27 живописных полотен великих русских художников. 27 великих имен. Одно из них – Иван Иванович Шишкин, великий пейзажист, живописец, который родился в городе Елабуга Вятской губернии в купеческой семье. Его увлечение рисованием мать не поддерживала. Она называла это бумагоморанием. А отец, хоть и поддерживал страсть к рисованию, но ему не нравилось, что он очень далек от жизненных проблем. Поэтому Иван рисовал часто по ночам при свечах.
Вот эта страсть к рисованию, она у него была постоянная, и он утвердился в том, что он станет художником именно тогда, когда к ним в город приехали московские художники расписывать иконостас церкви, маленькой церкви. И тогда он сказал отцу: я буду художником, мечту мою, пожалуйста, осуществите, отправьте меня на учебу. Отец согласился, дал ему денег, и в надежде, что Иван станет вторым Карлом Брюловым. Ну, Иван Иванович, как мы знаем, стал великим русским живописцем. И есть такой небольшой момент был в его жизни, когда он пришел в мастерскую к художнику Илье Репину и остановился возле картины, изображающей сплав плотов по реке. Шишкин замер возле этой картины и спросил у Репина: что это за деревья, из чего сделаны эти плоты? На что Репин ему ответил: какая разница? Шишкин сказал: очень большая разница. Одно дерево может потонуть, второе разбухнуть, и только вот из третьей породы дерева состоится такой очень хороший плод, который можно сплавлять. Ну вот в этом вся его суть, в этом его такая излишняя, может быть, даже щепетильность, да, что касается именно природы. Он возвеличивал русскую природу, поэтому его очень любили люди, русский народ. И, надеюсь, вы все со мной согласитесь, что в то время можно было зайти в любую квартиру, в любую избу, и на самом, мне кажется, почетном месте можно было увидеть репродукцию из журналов, репродукцию из его картин. Кстати, у моей бабушки висела на кухне картина «Утро в сосновом лесу», то есть репродукция. Вот такая любовь к этому великому художнику. Дорогие телезрители, ну уже, можно сказать, Новый год не за горами. И бывает такое, что он просто в рутине дней ты забываешь, что подарить родным. Если хотите сделать какой-то сувенирный подарок близким и друзьям, можете приобрести подарить харсхал. Да, вот такие вещи. Замечательная вещь. И мы на короткую паузу переходим. Доброе утро еще раз, дорогие телезрители. Вы с нами в передаче «Новый день». Приятного аппетита всем тем, кто завтракает. Ну, а у нас есть привет, который прилетел к нам на наш WhatsApp. Максим, напомни номер нашего По номеру 8 914 279 22 62. Итак, привет. Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте. Передаю привет моему старому другу Прибалых Марии Васильевне, сейчас феоктистовой. Она живет в селе Намцы. Желаю ей хорошего благополучия, здоровья. С уважением, ваш старый друг Титов Иннокентий Егорович. С добрым утром, Иннокентий Егорович. Стингулю. А мы хотели бы напомнить, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы минус 23, минус 27, днем минус 22, минус 25, Заречье минус 23, минус 33, днем ожидается минус 22, минус 30, Южные Улусы минус 26, днем минус 24, минус 25, Вилюйские Улусы минус 27, минус 38, днем минус 27, минус 28. Нижнеленские Улусы минус 30, минус 38, днем минус 31, минус 35. Западные Улусы минус 24, минус 37, днем минус 22, минус 30. Колымо-Индигирские Улусы минус 11, минус 22, днем минус 7, минус 20. Янские Улусы минус 18, минус 26, днем минус 18, минус 23. Северо-западные минус 26, минус 43. Днем минус 24, минус 38. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 26 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, днем ожидается минус 20, минус 22 градуса. Ну, выходные, пятница, какие планы? Ну, у меня планы, конечно же, но я очень давно не ходил в кино. Я тоже. Давайте посмотрим следующий сюжет и составим себе обязательные галочки, куда пойти, что посмотреть.
Сколько мы знакомы, Кен? Кинотеатр «Лена» приглашает всех любителей фильмов про гонки и поклонников Мэтта Деймона и Кристиана Бейла. За руль в гонке Лимана. Генри Форд II решает доказать, что его автомобили не просто надежные, но и способные побеждать в гонках на чемпионатах мира. Для того, чтобы создать из Форда автомобиль, способный обогнать Феррари, в предстоящей гонке 24 часа Лимана он нанимает американского автомобильного конструктора Кэрола Шелби. Но для победы нужен еще и лучший гонщик. Кэрол рекомендует Кена Майлза. И оба они начинают подготовку к легендарной гонке века. У тебя есть план? Рискованный. Я думала, главное выиграть эту гонку. Будь это конкурс красоты, мы бы проиграли. Внешность не главное. Режиссер фильмов «Штурм Белого дома», «Послезавтра», «Звездные врата», «Годзилла» Роланд Эммерих представляет новую картину. И взял его под свое крыло. Он как будто чувствовал. В июне 1942 года флот США под командованием адмирала Честера Нимеца одержал победу над Объединенным флотом Японии, который понес существенные потери. Эта битва стала поворотной точкой в битве на Тихом океане. Как вести их в атаку? Я говорю себе, соберись, в этот раз будет иначе. Именно поэтому я должен признаться в обмане. Пожилой мошенник Рой Кортни, вся жизнь которого состоит из различных авантюр и афер, знакомится в интернете с богатой вдовой Бетти Маклиш. Решив действовать по старой схеме, Рой, кажется, просчитал все до мелочей, кроме одного, что может влюбиться в объект своих интриг. За одно мгновение жизнь может измениться навсегда. Оказывается, это забавно — выходить за рамки привычного. Я считаю, что женщины способны на все. Не факт, что не всегда хорошо получается. Также смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» перезапуск популярной франшизы начала 2000-х в обновленном актерском составе. На большие экраны возвращаются ангелы Чарли. Они справляются. Вы что, типа девушки-шпионы? Троим смелым девушкам в исполнении Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллы Болинской, которые работают на бывшего спецагента Чарли Таунсенда, предстоит выполнить несколько сложных заданий. Так им поручают вернуть похищенное грабителями опасное секретное оружие, которое те собираются выгодно продать. Однако эта миссия оказывается непростой даже для таких профессионалок, как они. Как ощущение? По лицу вижу, что понравилось. Даже очень. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Ангелы Чарли. На днях исполняется 20 лет представительству «Ингосстрах России» в Якутии. И у нас в гостях Гаврил Васильевич Акимов, директор филиала страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» по республике Саха-Якутия. И Татьяна Валерьевна Межуева, директор регионального центра страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах». Доброе утро. Как у вас настроение? Доброе утро. Uспели позавтракать перед насыщенным днем? Да, нормально, конечно. Нормально. Татьяна Валерьевна, компания «Ингосстрах» существует уже с 1947 года прошлого века, да, в России. И за эти года каких результатов добилась компания? Сколько филиалов? Какие показатели? Ну, действительно, у нас одна из старейших страховых компаний России, компания федерального уровня, как вы правильно сказали, существует с 1947 года и работает на международном и на внутреннем рынках. Вот одна из самых первых компаний, которая занялась таким способом. Вот. Мы являемся лидерами среди страховых компаний, одним из лидеров, входим регулярно в топ-10 по страховым компаниям. Вот. И одни из наших таких важных и видов, которых мы являемся лидерами, это страхование каско транспортных средств, это страхование ответственности морских, воздушных, авиационных и автоперевозчиков.
Это страхование туристов и грузов. Вот. Помимо этого мы являемся бессменными лидерами в морском страховании. Вот. Но мы сильны, наверное, не только нашими страховым опытом и опытом наших сотрудников. Мы сильны в том числе и нашими традициями. Вот. Ингосстрах, наверное, одна из таких самых интересных компаний в том, что у нас имеется собственный музей, в котором представлена история не только Ингостраха, но и всего страхования по России. Но у меня такой интерес, скажем так, вопрос. А чем подтверждается, скажем, финансовая крепость компаний, вот страховых? Да, мы имеем достаточное количество очень высоких рейтингов, которые присваиваются не только нашими российскими экспертными агентствами, но и в том числе международными. Так, например, вот «Эксперт.РА» у нас выдает ежегодно рейтинг наивысшей надежности страховой. И помимо этого мы имеем высокие оценки от международных рейтинговых агентств, таких как S&P Global Ratings, AM Best. Вот. А помимо этого еще в 2018 году финансовый университет при правительстве Российской Федерации признал Ингосстрах лучшей компанией года. Ну как здорово. Да. Гаврила, расскажите, какие крупные компании нашей республики у вас застрахованы? В числе наших клиентов Ингосстрах практически все крупные предприятия застрахованы у нас. Это предприятия жилищно-коммунального хозяйства, Союз строителей Якутии, Нотариальная палата, Национальный музей, художественный музей республики. Да, застрахованы у нас, да. И у нас также этот надежной страховой защитой обеспечены практически все золотодобывающие предприятия, там, угольной промышленности, Туймада нефть, Алроса. Кроме этого, авиакомпании Якутии и полярные линии. Самые крупные компании. С какими банками вы сотрудничаете? Можно даже было не спрашивать, просто вспомнить. Да. И многие другие предприятия у нас. Ну а банки, с которыми вы сотрудничаете? Да, у нас налажена работа с банками, у нас плодотворное сотрудничество с банками, с крупнейшими, как Сбербанк, ВТБ, Связьбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк. И, конечно, ведущими нашими банками это как Алмаз-Эргенбанк. Ну, тут как бы сомнений не возникает. Самые крупные, самые надежные страхуются у самых крупных, у самых надежных. Следующий вопрос. Самая крупная сумма выплаты по какому-то страховому случаю, вот которую Ингосстрах погасил или выдал, как правильно сказать? Всех интересует вопрос денег. Выбирая Ингосстрах, клиент может быть уверен, что и сотрудники, и сама компания сделают все возможное и невозможное, чтобы обеспечить взятые на себя обязательства. В этом году наша компания произвела выплату перестраховочного возмещения в размере 1 миллиард 136 миллионов рублей в связи с полной конструктивной гибелью воздушного судна «Сухой Супержет-100». Ну, 1 миллиард с лишним – это огромная сумма. Это огромная компания сумма, смогла спокойно выполнить свои обязательства. Да, конечно, наша компания имеет огромнейшие свои активы, и имеет огромные страховые резервы, поэтому для нас эта сумма, да, как бы… Ну, если это учитывать, что это республика, что по России. Гаврил Васильевич, ну я знаю, что помимо того, что вы очень надежная компания, вы еще и активный благотворитель, я имею в виду Ингосстрах, меценат. Вот расскажите поподробнее. Да, в далекие 1980-е годы Ингосстрах выступил генеральным страховщиком Олимпийских игр в Москве, и в 2014 году у нас эстафета Олимпийского огня. Мы привезли в Якутск чашу Олимпийского огня, привезли факелы. У нас 14 сотрудников, партнеров и агентов были факелоносцами. Да, вот мы видели на фотографиях сейчас, да? Ну, это вообще просто замечательно. Гаврил Афанасьевич, ну и в конце нашей беседы я уверена, что вы наверняка хотите поздравить ваших партнеров и ваш коллектив. Я хочу поздравить наших
клиентов Ингостраха, партнеров, агентов и сотрудников в связи с таким замечательным юбилейной датой, 20-летием образования филиала в Республике Саха-Якутия. Наша компания уже в рынке, страховом рынке республики нашла свою нишу и работает достаточно хорошо, и она будет еще укрепляться. Еще раз поздравляю вас с этой круглой датой. Спасибо, что пришли. И действительно, Спасибо. вы надежная компания, Спасибо даже я большое. Да, а мы застраховалась с вами у вас. прощаемся. На следующей неделе с вами будет Иван и Катя. Всего доброго вам.